Ну, сегодня с какой у нас? 24 июня. Смотрите, какая погодка у нас. Вот такая вот погодка. Люди купаются, видим. Так, вот это аквапарк. Аквапарк, по-моему. Или там дальше он? А, вон там дальше он будет. А это... Нет, парк же написано, парк. Вон там дельфины. А, точно, вот это аквапарк, все. Господи, что я говорю. Крутые тачки, смотрите, какие. Здесь ездят мерсы. Не фуфло всякое. BMW там, то все, блин. Лэндкраузеры. Ну, хорошие здесь. Вот эта плиточка хорошая, такая вот ровненькая. Она, кстати, уже давно лежит и не ломается. То есть вот как видно, что если нормально сделать, ничего не будет. Аквапарк. Так, давайте к нему подойдем, посмотрим цены. Цены, наверное, всем интересны. Переходик. Ой, это кто такой? Что за мужчина? Эйнштейн, похоже, да? И переходим посюда, налево, направо, транспорта нету. Аквапарк. Дельфинчики. Так, вот это вход у нас. И посмотрим на цену. Ага, вот это вот устройство самого парка. Так. И цены. Скажите, а вот такие цены. 1300 взрослый. С 10 до 17. 22. Или копию? Детский 850. Рост до 1,5 метра. Копию? Диагноз нет. Вот такие вот цены. Они что, дешевле, что ли, стали? А нет, Сейчас вот. пока так тогда. С 22 июня. А, вот, с 22 июня. То есть уже вот они 1800, 1200. Да, И до 1 метра бесплатно. С 13 часов А как вот 1600. оплачивать тут все ваши эти вот еще Так, дополнительные? понятно, То есть всё. Прикольно такая зона. Короче, здесь надо входить. Ну, мы сейчас, конечно, не пойдем. Просто посмотрели на цены. 1800 со взрослого. До 1,5 метра получается. Если ребенок, то он заходит на 1600, да? Так, а нам надо туда перейти. Тут тротуара не переходы не отмечены, вернее, поэтому как идти неизвестно. 24 июня температура воздуха 23, температура воздуха 20, нормально, волнение 0,1 балла, скорость ветра 0,1 метра. Вот такое. Пляж с 7 до 8 часов работает вечера, соответственно. А вот отель Аквапарк сам. Вот тут можно поселиться. И тогда у вас, ну, не знаю как сейчас, а раньше, по крайней мере, было то, что проживающим в отеле посещение аквапарка бесплатно. Кстати, погода вполне хорошая, такая теплая, и солнце не пекет, то есть можно вполне вот сейчас идти в аквапарк, там, потому что если с утра, с 10 часов, вы целый день будете на солнце. Слоунбургер. Сварена из железяк. Такая штуковина. Ветерок чувствуется. Но это даже хорошо для гуляния. Это даже хорошо. Ресторанчик, миндальная роща. Вот здесь вот. И много-много машин. Ой, колючки. Меня говорят, колючки, осторожно. Августон. Вот еще один какой-то исторический дом. Тут уже миллион человек уже все это снимало.
профессорский уголок, он санаторий там. 1000 человек уже снимал, а мне как бы уже неохота снимать. О, там обвалилось что-то у него. Шашлык, башлык. А вот тут можно покушать с шашлычком. Туалетик 20 рублей. А вот это вот еще один какой-то исторический дом, такой красивый. Вот эти деревья, к сожалению, разрослись, и они, естественно, закрыли вот фасад здания. С одной стороны, конечно, деревья это очень хорошо, но когда они закрывают вот виды на исторические здания, это не очень. Зато здесь роз. Ё-моё, как много-то, а? Смотрите, какая красота. Слушайте, даже то, что солнца нету, даже лучше. Единственное, может быть, поддувает, как бы, да? Смотрите, сколько здесь роз. Время роз. И вот там вот этот домик прикольный такой. Вон за этими кипарисами стоит. Тоже здание, конечно, очень интересное. Смотрите, как вам такие виды. Нормалек, да? Литературный музей писателя Сергея Ценского. А, это наверх надо. И музей Шмелева. Туда надо идти. Так, в Ценского мы были, сходили. Интересно довольно. Экскурсовод рассказывает. Берите, если пойдете, конечно, берите с экскурсоводом, потому что там не так вы ничего не знаете. Там разглядывать эти старые там фотографии, какие-то документы, вы тоже мало что поймете, а с экскурсоводом все сразу проясняется. Собачек гуляет. Это что за растение такое интересное? Пляж, гриль-бар, набережная, аквапарк. Так. Морепродукты. О, тут уже народу побольше. Да, вон на каких-то подушечках сидят. И видим вот реклама. Реклама прямо крокодил тут вам. Смотрите, как они сделали. Яхта вон там стоит. Алушинский аквариум. Так, давайте посмотрим на террасу. Вот этот морской отель. 4 звезды. Вот у него есть, которые выходят на вот эту зону, да, то есть это как бы шумная, да, а с той стороны выходят в парк, ну там деревья, короче, растут, и получается там тише значительно, интереснее даже жить, чем вот с этой стороны. Дельфинчики. А что? Подождите. Это когда он приезжает 3 июля в 8 часов. Смотрите, будет его в Порто-Маре выступление. Вот этот хороший, сюда селитесь. Вы будете наслаждаться жизнью. Рядом тут. Смотрите. Едальня, он ресторанчик, он наверху, видите, здесь люди сидят, кушают. Здесь коктейльчики какие-то. Так, здесь посмотрим людей-то. Ого, сколько, несмотря на, ну, нам, северянам, большинство, наверное, приезжих с севера, эта погода сейчас только в удовольствие. То есть сильно не пекет. Ну, там море дел. Русалма отель. Кстати, я вот смотрел видосов много, да? Вот похождений многих там блогеров по набережной. И вот сейчас вот ощущения совершенно другие, не такие, как когда смотришь все это по экрану там монитора или телефона, сразу это другое ощущение, поэтому надо как-то самим ехать и все это ощущать. Вон столовка по-домашнему,
Эвакуаторы работают. Столовка это по-домашнему, она, по-моему, оккупировала всю территорию Крыма. А может туда нам сейчас и сходить? Давайте-ка исходим. Так, перейти здесь уже сложновато. Машин куча. Так, ну что, столовка по-домашнему. Тут много мест посадочных на улице уже. И вот она сама. А там какой-то другой пансионат находится. Интересно, что там у нас. Глянуть. Интересно, что там за территория. О, там у нас бассейн какой-то. Ух ты, это вообще шикардос. Видали, да? И бассейн. Ну ладно. Вот видите, отель, и здесь у них бассейн. Так, идем дальше. Какая-то улочка рядом. И вон там видим магазин, все по 30. И тут же, кстати, статуя какой-то Афродиты или кого. Короче, вот здесь вот чебурек по 80, ага, а шашлык по 200 рублей, 150 грамм. Много овощей всяких, фруктов продается. Черешня по 200, 350, 100 рублей даже где-то было. Кофешечка тоже с кофейком. Домашнее кофе. Кофе на песке. Женщина вон там, видите, да? Смотрите, какой кораблик прикольный. Да? Который тут поставили. О, смотрите, какая. Что это там? Понятно, в древнеримском стиле, что-то греческом. О, смотрите-ка. А что это мы видим? Памятник жирафу. Жираф. Салон МОП связи. Аптека незаменимая. Здесь же веранда. Буфет, столовая. Буфет, столовая, веранда. Буфет, столовая. Вы сами себе наваливаете все цены за 100 грамм. А потом взвешивают. И можете вот на улице сидеть и кушать, если вам это интересно. Здесь вот Hotel Royal 3 звезды аж. Но почему он только 3 звезды, а не 5, непонятно. Королевский вроде бы как отель. Спа-кабинеты. Ух ты, как за границей все стало. Хачапури, Шанхали. Хачо. Грузинская кухня. Старичный хауч. Море, никуда не убежать. Вот тут все заполнено людьми. Все людьми заполнено. Нормально. А там бедра, вывеска какие-то. Что за бедра? Так, и нам столовая кофе. Вот еще какая-то есть. Но она что-то закрыта. Смотрите, какой тут громадный памятник. Это кто такой? Жираф, да? Он, кстати, из дерева, с Африки, привезенный. Или нет? Или я ошибаюсь? Корни дерева обработаны облик для имитации краса. Наврал, что с Африки. Частной коллекции Александра Лебедева и Елены Перминовой. Море, спа, резорт. Дерево, 2019 год. Какой вот он солидный. Такие вот у него ноги. Хвост. Вот такой вот. Он здоровый, это, наверное, в натуральную величину, да? И какой он махина. Махина-то. Ой-ой-ой. Это ж сколько дерева тут надо для него собрать. И здесь интересно. Туристский потенциал. А лучше вот такая вот. Что где находится, чего. Вот таким вот образом.
Интересно. Площадка, тут аллея небольшая, вот туда вот куда-то идет. Ну, все так цивильно, вот там веранда. Столовая типа. По кофейным сценам. А это что такое? Парк отдыха «Море». Открыт администрацией города Алушта в рамках благотворительного проекта благоустройства набережной в 2018 году. По заказу, реализованного по заказу Национальной резервной корпорации. Господи, что только нету, а? Что только нету. Ну так вот интересно, конечно, здесь гулять. Отель «Россия» вон там, смотрите, вдалеке. Бабушки в телефонах сидят, интересно тоже. Тут пляжная зона. Отель «Рояль» как раз вот напротив. Там посмотрим сейчас. База стоянки маломерных судов тоже. Массаж вам могут здесь же сделать с 7 до 20. Это что тут за у нас площадочка-то такая? Купаться запрещено. О, как оказывается. Дукат. Парусник или еще это яхта. А, там он ныряют с той стороны. А здесь нельзя купаться. А, вот это вот городской пляж тоже Алушты. Вот, открытая зона. Здесь пирсик. Вот такой вот. Людев достаточно. Тут видим, что все в основном лежаками заставлено. Тут смотрите, прямо на море, считайте, вот сколько-то, какое здесь расстояние отель. И там вы можете, прохлаждаясь, смотреть на море, сидеть, загорать тоже, выходить, спускаться, купаться. Смыв работает, да? Можно ноги себе обмыть, вот, водичка течет. Дефицит воды в Крыму, но здесь она есть. Для того, чтобы можно было обмыть ноги себе. Видим, что здесь у нас галька. Вот такая вот галечка. О, там народу-то сколько. Ё-моё. Вообще, видимо-невидимо. Вообще, видимо-невидимо людей. Конечно, там очень много. Ходим. Вот это вот, как это, пирс называется, да, что такое ржавое, древнее. Какие-то штуки вот, проржавевшие. Вот он, сам пляж здесь. Ох, сколько людей, а. Некоторые люди уже черные. Тут же и кальян вам предлагается. Так, опасно, аварийный причал. Мелкий такой камушек, вот видно, да? Так, бананчики предлагают. Да, конечно, ходить неудобно здесь, крайне неудобно ходить. Вот косички вам тут сразу же плетут. С пляжа вот прямо напротив вот такое здоровое здание. Апартаменты Гранд Палас, называется. Оба-на. Лапой-топой. Пиво Крыма. Пешеходная зона. Отдельная зона для велосипедов. Ну, ходят все как попало. Так, а здесь мы проходим дальше вот эта территория пляжа. И вот смотрите, сколько людей. Сегодня у нас 24 июня. Погода нормальная, штиль, волнение 1 балл, температура 20 градусов по Цельсию воды. И нельзя. Так, сидим, ждем. Троллейбусная станция здесь, короче. Вон подъезжает двоечка наша. Сейчас там люди сойдут. Тут конечка профессорского уголка.
И вот здесь сейчас мы сядем. Там. На троллейбус. Сейчас вот, конечно, сейчас поедем. Будем что-нибудь снимать. Просто троллейбус очень шикарно ехать. Сторону. Потищи никакой нету. Там из профессорского уголка едем.